Здравствуйте. В эфире информационная программа «Алатов». В студии Эмирбек Малдакунов и Нурджамал Бурханова. В ближайшее время только о событиях уходящего дня. И вначале коротко о главном. – 23 февраля – Красный день календаря. В стране отмечают сегодня День защитника Отечества. Развитие регионов. В правительстве состоялось обсуждение параметров развития. Уступите дорогу скорой. Главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи организовали в Бишкеке рейд «Маяк». Он внес огромный вклад в историю и литературу народа. 23 февраля 1878 года родился Белек Салтоноев. – 23 февраля в Кыргызстане отмечается День защитника Отечества. Это государственный праздник, объявленный официальным выходным днем. Праздник установлен постановлением правительства от 20 января 2003 года в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и вооруженных сил республики. Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзерского Германии. Вот эти первые победы и стали днем рождения Красной армии. С 1946 года этот день ежегодно отмечается в СССР как День Советской армии и военно-морского флота. После распада Союза праздник продолжают отмечать в Кыргызстане, России и Беларуси как День защитника Отечества. Вооруженные силы Кыргызстана за последние годы претерпели множество изменений. Так, при Генштабе образованы сухопутные войска, Национальная гвардия отныне структурное подразделение Генштаба. Дублирующие же органы расформированы, а цель этих реформ – создать армию, которая сможет оперативно и адекватно реагировать на любые угрозы. С каждым годом повышается и престиж военной службы. Аяна Душикеева продолжит тему. Батальон, пойдем! Койтаж. Войсковая часть 73-809. Время ни свет ни заря. А бойцы уже спешат на утреннюю зарядку. На это у них ровно 30 минут. После зарядки заправить постель и сразу в душ. К слову, казармы довольно чистые и аккуратные. У каждого из солдат чистое постельное белье, теплое одеяло. Ну а теперь пришло время сытного завтрака. А перед этим строевая песня. Кормят молодых солдат достаточно плотно и разнообразно, рассказывает повар. Вот, например, легендарные макароны по-флотски. Это трехразовое горячее питание. В первую очередь, конечно, полезная и диетическая еда. Всевозможные супы и сплошные углеводы. Основные источники энергии. Это, конечно, полезные каши, перловая, рисовая, гречневая, на обед овощные салаты, компот, на первое борщ и другие супы. И второе – горячее блюдо. 2 раза в неделю котлеты, по праздникам и выходным готовим лагман или плов. Плотно кормят. Вот. Я когда приехал сюда, я был 57 килограмм. Сейчас, получается, я 66 килограмм. Я сильно набрал. Вот, здесь порежимно кормят. Вот. В последнее время очень вкусно начали кормить. Вот, у нас по воскресеньям всегда плов, вот, котлеты нам дают. Питание тут очень хорошее. Нам все нравится, нас все удовлетворяет. И все здесь хорошо, все отлично. Мясо дают, колбасу дают, масло. Жолдош гвардиянын капитаны, бригаданын өздүк курамы радиациялык, химиялык жана биологиялык машыгууга тизилди. После утренней трапезы снова боевая подготовка и учения. На это у солдат почти 7 часов. Молодой боец Назар Бердигулов рассказывает, что за 4 месяца службы к такому насыщенному распорядку дня уже привык. Это важный и обязательный этап в жизни каждого парня, говорит Назар. А свое будущее он, несомненно, видит в военной сфере. С 14 лет у меня мечта была в армии отслужить. Я говорю, надо, мам, отпусти. Вот, отпустила. В 6 утра подъем. Поначалу было трудно, потому что там на гражданке спишь сколько хочешь. Вот.
Но когда привыкаешь, понимаешь, что это намного лучше рано проспаться, после чего у нас утренняя физическая подготовка. И после этого как в тонусе ходишь целый день. Я поначалу тоже думал, тут дедовщина, но на самом деле они помогают, наставляют, учат, например, шить подшиву, как правильно ходить, как себя вести, как честь отдавать. За последние несколько лет престиж военной службы только растет. Во-первых, условия в казармах уже не те, что прежде. Лучше намного. Проявление дедовщины встречается все реже или не случается вообще, рассказывает нам председатель комитета солдатских матерей Улкан Байгубатова. Ни для кого не секрет, что раньше сами родители скептически относились к службе, с трудом и со слезами на глазах отпускали своих сыновей в армию. Они боялись, что к их детям будут относиться жестоко, будет дедовщина. Сами ребята тоже всячески пытались избежать службы. Конечно, тогда не было ни условий, ни элементарно хорошего питания. За последние несколько лет после этих реформ общая картина наконец изменилась. Сейчас, наоборот, ко мне приходят родители и просят помочь устроить их сыновей в войсковую часть. И молодые люди тоже, осознанно понимая всю важность, идут в армию. А речь идет вот об этих реформах. Во-первых, Национальная гвардия теперь структурное подразделение Генштаба. При нем же образованы и сухопутные войска. Все дублирующие органы расформированы. Проще говоря, теперь все расставлено по местам, что позволит армии Кыргызстана оперативно и адекватно реагировать на любые угрозы, как внутренние, так и внешние. Генеральному штабу непосредственно подчиняется сухопутные войска, силы воздушной обороны и Национальной гвардии вооруженных сил Кыргызской республики. Госкомитет по делам обороны Кыргызской республики обеспечивает всеми необходимыми материально-техническими средствами эти структурные подразделения. Вооруженные силы Кыргызской республики готовы выполнить поставленные задачи по обеспечению военной безопасности страны. В 2017 году мы получили 2 самолета Ан-26 от наших российских друзей, от Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня в стране сильная и хорошо оснащенная армия. Укрепилась обороноспособность страны. И эти достижения важно сохранить, говорят военные эксперты. Сегодня армия, как и все армии центральноазиатских республик, в режиме, скажем так, в развитии, процесс развития идет. У нас не такие огромные финансовые возможности, чтобы мы сегодня имели, конечно, полностью перевооружить, повысить зарплату и так далее. Но то, что имеем сегодня, надо сохранить, особенно в части вооружения, стрелкового вооружения, бронетанковые и так далее. Они еще лет 10-15 могут служить. Сегодня радует, что сегодня решается социальный вопрос. Что такое социальный вопрос? Это в первую очередь жилье. Вы посмотрите, действительно за последние 3 года, скажем, скачок произошел в жилье. Так, буквально в начале недели военнослужащим Баткенской области вручили ключи от новых квартир. Результатом реформ вооруженных сил Кыргызстана стало и то, что отныне структуры Генштаба не должны переживать о том, как накормить или одеть военнослужащих. Необходимо лишь выполнять возложенную на них обязанность защищать Отечество. Аяна Дюшикеева, Алмаз Нурманбетов, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал. И с Днем защитника Отечества кыргызстанцев поздравил президент Сооронбай Жээнбеков. Уважаемые кыргызстанцы, искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества, праздником мужества, отваги и чести. Выражаю слова благодарности военнослужащим вооруженных сил страны и нашим доблестным ветеранам, честно выполнившим свой долг перед Родиной. Сегодня знаменательный день. Ровно 100 лет назад, в 1918 году, были созданы Красная Армия и Красный флот. Славные боевые традиции ветеранов войны и тыла сегодня достойно продолжает новое поколение защитников Отечества. Вооруженные силы всегда были опорой государственности, а защита Родины – священный долг. Боевая готовность и боеспособность вооруженных сил являются важнейшим фактором национальной безопасности. Дорогие защитники Отечества! Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и успехов. Как зеницу ока защищайте Родину, поддерживайте свою боеготовность на высоком уровне. С Днем защитника Отечества поздравил Төраға Жогорку Кенеша Дастамбек Джумабеков. В поздравлении говорится: быть защитником Отечества почетно и ответственно. Из поколения в поколение воины передают святые для каждого из нас понятия: честь, верность присяге, любовь,
к родине. Для настоящего мужчины нет дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества. День защитника Отечества – праздник сильных и мужественных людей, тех, кто прошел суровую службу в армии, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан. Премьер-министр Сапар Исаков посетил военный институт имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калайнура Усенбекова. Глава правительства поздравил военнослужащих сил воздушной обороны и курсантов военного института с Днем защитника Отечества. В своей речи премьер отметил, что военнослужащие Кыргызстана являются опорой и защитой всей страны. Вы являетесь настоящими патриотами нашей республики. Я выражаю вам глубокую признательность за вашу доблестную службу и отвагу. Вы несете нелегкую и ответственную службу в рядах вооруженных сил страны и стоите на страже безопасности всего общества. В этот день я хотел бы пожелать благополучия вашим семьям и близким. Пусть в Кыргызстане будет мир и согласие, сказал Сапар Исаков. В честь Дня защитника Отечества военнослужащие сил воздушной обороны и курсанты военного института прошли с торжественным маршем. Далее Сапар Исаков ознакомился с деятельностью учебного заведения, осмотрел учебные кабинеты, оборудованные современными мультимедийными средствами обучения. Главе правительства также была презентована информация о деятельности института, истории, а также основных направлениях развития. Премьер передал военному институту необходимое оборудование и пообещал оказывать в дальнейшем содействие в улучшении условий обучения. День защитника Отечества празднуют и в южной столице. Военных чествовали в драматическом театре имени Ибраимова. Поздравили всех, кто имеет прямое отношение к этому празднику. Поздравляли и женщин, решивших посвятить себя защите Родины. Радость посвятивших свою жизнь служению Отечеству разделила и Наргиза Джурубекова. Планирование учений по всему южному региону – только одна из задач длинного списка дел Надень Кабылбека Нураддина Улу. Посвятить свою жизнь служению Отечеству решил еще в детстве. На страже интересов народа более 10 лет. 8 лет работал командиром взвода, а с недавних пор сотрудник оперативного отдела. Мужчина признается, военный – это призвание. С детства мечтал носить форму. Со школы шел к этой цели. Окончил высшую военную школу в Вооруженных силах Кыргызской Республики. Служу с 2004 года. И так считают практически все сидящие в этом зале. 23 февраля неофициально принято считать мужским праздником. Однако ВШ чествуют всех, и ветеранов, и действующих защитников, поздравляют и женщин, посвятивших себя защите Родины. Поздравляю всех защитников Отечества с профессиональным праздником. Желаю мирного неба над головой, и чтобы их умения никогда не пришлось применять на практике. Выбрал профессию, потому что отец был военным, офицер. Горжусь, что я офицером стал. И кто-то должен же защищать Родину. Выбрал такую профессию. В этот день хотел пожелать своим коллегам только самого лучшего, чтобы семейное счастье было, чтобы во всем везло, во всем было хорошо. Особо отличившиеся стали обладателями наград, почетных грамот и званий. Мероприятие продолжилось концертной программой коллективов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и звезд кыргызской эстрады. Между тем, за последние 5 лет в ВШ строятся новые дома и квартиры для работников вооруженных сил и их семей. Создана нормативно-правовая и материально-техническая база, решаются социальные вопросы. И это не весь список изменений, проводимых в рамках военной реформы. Сотрудникам наших ведомств, в частности офицерам, прапорщикам, сержантам и их семьям, выдаются квартиры. Строительные работы идут по сей день. Словом, формируются военные городки, открываются современные казармы. Увеличилось и количество призывников, многие из которых остаются служить дальше. Сейчас кыргызская армия стала одной из сильных на постсоветском пространстве. С недавних пор образованы сухопутные войска в целях дальнейшего укрепления военной безопасности страны и сил воздушной обороны. Наргиза Джурубекова, Акжол Айбашев, Общественный первый канал, Ош. Этот день особенно знаковым стал и для 22 сотрудников, которые впервые поступили на службу в ГУВД Чуйской области. Им от 19 до 31 года. Все они торжественно принесли присягу на верность Кыргызстану и его гражданам. С этого дня они милиционеры, рассказывает Алтынбек Талантбеков. Милиция старшинасы Курманбаев, ант берүүгө кел.
Как гордо звучит слово «милиция». Она призвана обеспечивать в обществе порядок. Каждый приведенный к присяге новый сотрудник в присутствии своих наставников, руководства и ветеранов поклялся с честью и достоинством исполнять возложенный на него долг. Защищать нашу страну, Конституцию, наши права и свободу. Это моя давняя мечта. Честно, стать милиционером я захотел сам. Мне сейчас 22 года. Перед тем, как принять присягу, мы прошли 3-месячные курсы. Параллельно я буду учиться в вузе. Ветераны милиции рады, что ей оказывается такое доверие граждан. Присяга для молодых сотрудников – самый важный момент в жизни, считает ветеран Ашаркул Асанов. Присяга, это, можно сказать, для сотрудников, молодых сотрудников, это закон, это не должно присягнуть. Нарушение присяги, это означает, это измена Родины, можно сказать. Так я понимаю. Торжественное мероприятие прошло на плацу ППС ГУВД Чуйской области. Присягу приняли 22 сотрудника милиции, патрульно-постовой службы, следственного органа и криминальной милиции. Эти ребята после принятия присяги будут считаться полноценными милиционерами. Им будет разрешено получение и хранение, ношение табельных оружий. Они будут выполнять функции по борьбе с преступностью и обеспечению личной безопасности граждан. А вот какие 3 качества должны быть у современного милиционера в обязательном порядке. Первое качество – это его порядочность, включающая честность, физическая подготовка, ну и, естественно, и огневая подготовка. Своим секторам, а также По окончании церемонии спецотряд криминальной милиции продемонстрировал элементы своей работы. Алтынбек Таланбеков, Общественный, Первый канал. 100 лет исполняется Красной Армии. После победы над фашистской Германией 25 февраля 1946 года рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советскую. Она сохранила все атрибуты и традиции своей предшественницы, в том числе праздник 23 февраля. Этот листок формата А4 и есть декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии. Хранится он в музее Смольного. Создавалась она по классовому признаку. Туда могли попасть только сознательные рабочие и крестьяне на добровольных основах. Большевики отказались от армейских званий и погон. Офицеров заменили на командиров. Идеолог создания рабоче-крестьянской Красной Армии Лев Троцкий вводит должность комиссаров и привлекает на службу военных из царской армии, так называемых военспецов. Это не инженеры и не военные преподаватели. Это именно офицеры дореволюционного, так сказать, выпуска. Причем, надо сказать, что многие из тех, кто создавал Красную Армию в ее так называемый добровольческий период, это люди очень известные. Уже в мае 1918-го проводится конкурс на создание формы для бойцов. Основой стали эскизы, когда-то созданные для царской армии Васнецовым, Язучевским и Кустодиевым. Первая конная армия под командованием Семена Буденова стала основной военной силой нового государства. В Красную армию были привлечены в большом количестве казаки, которые как бы вот были ни то, ни туда, ни за белых, ни за красных. И очень многие приемы казачьего поведения, они вошли как раз, вот, что называется, в арсенал Красной армии. После победы над фашистской Германией 25 февраля 1946 года рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советскую. Она сохранила все атрибуты и традиции своей предшественницы, в том числе праздник 23 февраля. Ольга Севастьянова, Акмарал Акылбекова, Общественный, Первый канал. 23 февраля – это не только праздник всех защитников Отечества, но и повод уделить внимание мужчинам. В этот день представители сильного пола принимают поздравления и подарки. О подарках к 23 февраля родилось множество шуток. О том, какие подарки дарят защитникам, узнавала Зарема Мусаева. А Руке спешит в магазин, чтобы успеть купить подарки для близких. Своим защитникам нужно выбрать вещи, которые подойдут и по цене, и понадобятся в быту, говорит школьница. Выбор, как оказалось, в магазине большой, поэтому о Руке советуется с мамой. Дедушке хотела или тапочки, или термокружку подарить, а брату чтобы бутылочку, чтобы спортом заниматься. А вот братишке он хотел антистресс какой-нибудь или слайм. Или там арбизы хотел.
Я открытки делаю вообще, а сейчас решила сюда зайти и подарок купить. Ажиотаж в магазинах в предпраздничные дни большой. Чтобы поздравить своих защитников, представительницы прекрасного пола готовились в течение нескольких недель, говорят продавцы. Традиционный джентльменский набор, носки, пена для бритья и станок уже не в тренде. В основном у нас возрастная категория берут от 20 выше. Это там у нас термоса или для владельцев автомобилей, там держатели, пылесосы. Там очень много аксессуаров, очень много интересного. Носки и все такое, это, думаю, уже прошлый век, как они сами говорят. Мнение о том, что выбор подарков для мужчин небольшой, ошибочен, считают в магазинах. Сильная половина человечества любит охоту, рыбалку, автомобили и спорт. Поэтому специализированные лавки в День защитника Отечества очень популярны. Стараются что-нибудь подобрать такое, чтобы в быту это все пригодилось. В поход, да, обязательно. Потому что у нас люди любят жарить шашлыки, поэтому в основном ножи. Вот есть даже те, которые покупают ножи, даже мужчины друг другу дарят ножи. Также термосы, потому что это практичные товары. В основном стараются больше как-то сейчас практичные. Между празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня не так много времени. Поэтому в народе часто шутят. Как 23 февраля проведешь, так 8 марта и встретишь. Поэтому дамы в этот день стараются поздравить не только близких, но коллег и знакомых. Зарема Мусаева, Азамат Кадыр-Тохтоев, Общественный, Первый канал. В правительстве состоялось обсуждение параметров развития регионов с участием представителей аппарата президента, депутатов Джурку Кенеша и членов Кабмина. Степень развития регионов определяется стандартами, которые необходимо обеспечить со стороны государственных и местных органов власти. В частности, в настоящее время нет повсеместного обеспечения стандартов по обеспечению питьевой водой, что требует регулярного финансирования в размере 600 миллионов сомов ежегодно. Таким образом, развитие регионов есть обеспечение и повышение уровня стандартов жизни, выражение в СНИПах, СанПинах, ГОСТах, которые должны финансироваться в достаточной мере. В целом, представители ветвей власти согласились с мнением о необходимости оставлять больше финансовых возможностей на местах для самостоятельного и быстрого решения задач развития местными органами власти. Одним из таких путей было предложено увеличить долю подоходного налога в распоряжении органов местного самоуправления до 70% на первом этапе. По общему мнению, это позволит вызвать заинтересованность органов МСВ в удержании жителей на своей территории, тогда как большинство жителей регионов ведут свою деятельность в столице и в местах расположения крупных оптовых рынков. Главное управление патрульной милиции МВД совместно с бригадой скорой помощи организовали в Бишкеке рейд «Маяк». Цель рейда – напомнить водителям о необходимости пропускать скорую и машины со специальными звуковыми сигналами. Сайкал Султанкулова просмотрела, уступают ли дорогу участники движения. Несмотря на праздник День защитника Отечества, сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения вышли в рейд. Для тех, кто не знаком с ПДД, согласно правилам дорожного движения, заметив автомобиль спецслужб, будто скорая помощь, пожарная машина или милиция с включенными маячками, водитель должен предоставить им преимущество. Пропустить на перекрестке или снизить скорость и прижаться к обочине, уступая дорогу. Увы, происходит это крайне редко. Если ты видишь машину с синей мигалкой и слышишь звуковой сигнал, обязательно пропусти ее. Даже если тебе горит зеленый, и ты идешь по переходу. Первым нарушителем в центре города стал водитель автомобиля Land Cruiser. Водитель то ли не знаком с правилами ПДД, то ли намеренно не уступал дорогу. Казаков Данияр Булушевич. Машина. Не заметил, не услышал, торопился. Так отвечали почти все водители. Почему не уступать дорогу? А если там простой гражданин был бы? Конечно, куда сахрасны. Я просто в школу, в дочку спешила, поэтому. Джок, я слышала, но я задумалась, оказывается. Кызыма в школу опаздывала, поэтому где-то
Примерно то же было и с другими владельцами остановленных авто. Некоторые из них даже проявляли агрессивность. Видите ли, торопятся по делам, а их останавливают из-за каких-то пустяков. Подумаешь, скорую не пропустил, не аварию же спровоцировал. Каждый божий день одно и то же. Пропускают скорую лишь те, кто хоть раз считал секунду до ее прибытия. Это дома в ожидании скорой мы на врачей молимся. А когда садимся за руль и в наше комфортное, неспешное движение врывается автомобиль экстренной службы, скорая становится врагом на дороге и помехой. Но водители должны помнить, что даже одна выигранная для пациента секунда может стоить жизни. К сожалению, мало кому из нарушителей приходило на ум, что медики могут спешить на помощь к таким же водителям, попавшим в ДТП. Впрочем, незнание правил полбеды. Просто не хотят уступать дорогу, поскольку нет никакой солидарности, говорят инспекторы. Так как зачастую водители не уступают транспортным средствам скорой помощи. В связи с этим мы решили еженедельно проводить с участием транспортных средств скорой помощи. Выявили 27 нарушений ПДД в этом направлении. В отношении нарушителей составили административные протоколы. Размер штрафа за создание помех машинам со спецсигналами составляет всего 500 сомов. Цель проверок – напомнить гражданам, что от скорости, с которой врачи или же пожарные доберутся до места вызова, зависят жизни людей. Сайкал Султанкулова, Нуркамиль Асанов, Общественный, Первый канал. В селе Кыштут Баткенской области нет сигналов цифрового телевидения. Однако сейчас 80% сельчан смотрят один российский канал. Эта проблема тянется с советских времен. Жители жалуются на то, что, живя в современном государстве, они отстали от новостей. Душибай Касымов хорошо знает о том, что делается в России, практически ничего о том, что в Кыргызстане. Это потому, что в селе Кыштут, в котором он живет, не транслируется ни один кыргызский канал. Жители возлагали большую надежду на цифру, однако, когда вся страна перешла на этот формат вещания, чаяния кыштутцев не оправдались. Все смотрят цифровое телевидение, а у нас ничего. Не знаем, что это такое. Да даже мобильный телефон не ловит, так как мы живем между гор. Кыштут расположился в горной местности. Ближайшая телебашня находится в 5 километрах от села. Жители просят власти установить им оборудование, которое позволит ловить цифровые сигналы телевизором кыштутцев. Если бы вот стояла телебашня, то жители сел Дара и Кыштут смогли бы смотреть телевизоры. Хотя бы поставили нам оборудование, раздающее сигналы. В селе нет спортзалов, молодежь уехала на заработки в Россию. Здесь будто время остановилось. Местные власти обещают, что скоро этот вопрос будет решен. Я получил их обращение, отправил специалистов, но они мне доложили, что только у 20% жителей не работают телевизоры, а это 10-15 семей. Они сказали, что телебашни установят, если проблема будет как минимум у 100 семей. Но они оказались неправы. В этих селах не работает связь, и сигнал блокируют горы. В горном селе есть маленькая школа и ФАП, и больше ничего. Жители надеются, что в год развития регионов власти окажут им помощь и решат вопрос с цифровым телевидением. Елена Ткаченко, Алтынбек Таланбеков, Улжан Тураева, Нуркыс Абдрахманова, Общественный, Первый канал. 23 февраля 1878 года родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт Акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев. Он внес огромный вклад в историю и литературу народа. Подробнее в материале Беремет Курманбековой. Белек Солтоноев родился 23 февраля 1878 года в бедной семье. Но, несмотря на это, в возрасте 8 лет он смог освоить грамоту. Окончил сельскохозяйственную школу в Пешпеке. Особое место в истории страны занимает творение Солтоноева из истории красных кыргызов. Материал для этой работы он собирал больше 40 лет. Его историческое повествование содержит фрагменты, относящиеся к истории кыргызской литературы, историческим событиям и к вопросам миропонимания народа. Его стремление к знаниям и образованию можно уследить по его стихотворению «Исторические деятели». Он внес внушительный вклад и в литературное наследие народа. Солтоноев сложил почти 4000 стихотворений о родной земле и значимости знаний. Он много трудился, чтобы сохранить историю. Он писал историю по фактам, то есть правдиво. Его труды используются по сей день. Мы обязаны его помнить. Он сделал огромную работу. В своей книге он также рассказал много о выдающихся личностях того времени.
В 30-е годы прошлого столетия Султуноев трудился в Киргизском научно-исследовательском институте краеведения, где занимался составлением терминологического словаря кыргызского языка. В 1936 году был уволен с работы и безвинно арестован. Расстрелян в 1937 или 1938 году. Точная дата и место смерти неизвестны. И уже в 1955 году был посмертно реабилитирован. Бермет Курманбекова, Эсен Турабакеев, Общественный первый канал. Режиссер КТРК Айры Саукенова и журналист Абдиламид Матисаков стали лауреатами премии «Тюрксой». Награды вручаются ежегодно работникам печати в тюркоязычных странах. Таким образом, организация высоко оценила труды лауреатов в сфере культуры. Торжественное вручение премии «Тюрксой» состоялось 16 февраля в Турции. Ранее ее лауреатами становились такие известные личности, как Тынчтыкбек Чоротегин, Тугильбай Казаков, Карбала Азбакиров, Айнур Алдашева, Мундузбек Тентемишев, Кайрат Иманалиев. Масс-медиа тармағындағы 16 адамды көптеген ушу бизге тиешелүү бир. Эта награда вручается тем, кто популяризирует культуру в массы. Всего награду получили представители 16 государств. Мне было очень приятно, что оценивают наш труд не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Я очень горда, что наш эпос «Манас» и все, что мы делаем, чтобы о нем больше узнали, у многих на устах. И к новостям спорта завершились финальные матчи первого Кубка Республики по футзалу среди женских команд. На площадке одного из столичных спорткомплексов встретились 8 команд со всей страны, в составе которых играли девушки старше 15 лет. В борьбе за третье место Ошская южанка победила команду специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва из Бишкека. А в финале сборная детской юношеской школы Олимпийского резерва Чуйской области обыграла команду Каракола. Продолжит Мария Иванова. Финальные матчи прошли в очень жесткой и напряженной борьбе. Спортсменки выкладывались полностью. В борьбе за третье место Ошская южанка обыграла бишкекскую команду с Дюшорси со счетом 3-1. А во встрече за золото чуйская команда Чос Дюшор с таким же разрывом победила Каракол. Женский футзал в Кыргызстане на этапе развития. Ранее девушки играли лишь в большой футбол, а в футзал в свободное время практиковали с мальчишками. Я так давно играла большой. Мини как только с мальчиками играла в селе. И вот ощущения по турниру такие, не знаю, все мы игры выиграли благодаря моей команде. Знали, что мы выйдем, как были уверены. Сегодня игра была очень трудная. Насчет соперников могу сказать так, девочки, что с регионов, что со столицы, они действительно проявляют характер, борются до последнего. И это здорово видеть, что как маленькие девочки, как взрослые девушки действительно борются. Это борьба, это и есть вся суть, наверное, этой игры. И то, что после матча они выходят и становятся друзьями, ну это просто здорово. Турнир является просмотром для отбора спортсменок в национальную женскую сборную по футзалу. Ее тренером назначили мастера спорта по футзалу Олега Гивленко. Я сделал расширенный список, включил 18 человек, девочек, которые, на мой взгляд, могут проходить сборы на первые расширенные сборы. Девчонки еще сырые, так скажем, потому что они все-таки с большого футбола. Структура игры, стратегия игры футзала совсем другая. Это игра под подошву, работа с мячом на рваном беге. То, что девчонки пока еще не знают. Поэтому наша задача всему этому их научить. Ну и продвигать наш кыргызский футзал женский. Футзал на этапе развития не только в Кыргызстане, но и во всей Азии. Женский футзал находится на самом начальном этапе. Причем я хотел бы заметить, это не только у нас, это по всей Азии. Если в Европе, в латинских странах, Латинской Америке давно уже это как бы развивается и развито, то Азия буквально года 2-3, если не ошибаюсь, только обратила внимание на женский футзал. Мы сейчас можем занять свою нишу именно в женском футзале. Вы все знаете, что наша национальная мужская сборная по футзалу, она, в принципе, одна из ведущих в Азии. Почему так же? Потому что мы одними из первыми, когда футзал начал мужской развиваться в Азии, мы вклинились в эту струю. И сейчас, я надеюсь, также к этому все приведет. Победители турнира были награждены кубком, дипломами и медалями. Мария Иванова, Оскар Улан-Уулу, Нургазы Каниметов, Общественный первый канал. А на площадке столичной школы номер 29 в честь защитника Отечества собрались 32 команды по баскетболу. В турнире Warriors Cup 2018 принимают участие юноши не старше 18 лет.
18-летний Сыймык Есеналиев играет в баскетбол 3 на 3 всего 1,5 года, но он уже успел отличиться на чемпионате Азии и других международных турнирах. В мировом рейтинге ФИБА по баскетболу 3 на 3 в возрастной категории до 18 лет Сыймык занимает 2-ю строчку. И победа поможет ему выйти на 1-е место. В каждой игре я стараюсь выкладываться на 100%. Потому что если я не буду выкладываться, а если я проиграю, то уже будешь жалеть об этом. То, что ты не играл на все 100%. Поэтому в каждой игре надо выкладывать на 100%. Это то же самое, что и защищать свою родину. После каждого стритбола, получается, добавляются очки, которые ты накапливаешь, и ты будешь подниматься все выше и выше в этом рейтинге. Стритбол появился в далеких 50-х в США, и в него всегда играли на улице. Даже само слово переводится «уличный мяч». Но с недавнего времени в стритбол, или как его еще называют, баскетбол 3 на 3, играют в помещениях. А с 2017-го его сделали олимпийским видом спорта. Эти соревнования как проходные, как подготовка к дальнейшей на чемпионат Азии, на чемпионат мира. В этом году первые будут Олимпийские игры до 18 лет. Если у нас рейтинга хватит, благодаря вот таким соревнованиям, как эти, мы можем пройти на Олимпийские игры. Турнир в честь Дня защитника Отечества проводится уже 5 лет подряд. В столицу съехались юные баскетболисты со всей республики. Соревнование является важным для каждого из них, ведь проявивший себя игрок попадет в национальную сборную. Есть специальные субзоны, и на субзону дается определенное количество мест. Надо больше провести соревнований, больше поучаствовать, чтобы именно страна играла больше. И из-за этого будет расти рейтинг нашей страны. И если мы будем в рейтинге в нашей субзоне выше, чем другие команды, мы попадем на Олимпийские игры до 18 лет. Каждый спортсмен – воин. Воин, который защищает честь страны на мировом помосте, проходит через кровь и пот ежедневно на тренировках, и тот, чей флаг гордо возвышается после победы. Победители турнира отвоевали себе место в национальной сборной и были награждены памятными призами. Мария Иванова, Оскар Улан-Улу, Общественный Первый канал. И сразу после нашей программы в 19:45 на каналах КТРК и КТРК Маданият смотрите новый проект «Ыргеседе Ыргульку». И на этом у нас все. Хороших вам новостей. И отличных выходных.